Я приветствую всех, кто смотрит нас в Камрате Кишиневе в 7 часов вечера. Это программа «Цена свободы». Меня зовут Михаил Серкели. Сегодня вторник, 25 апреля, и самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео и подписаться на нас в YouTube и Фейсбуке. Тогда нас станет больше. Делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым и близким. Пусть как можно больше людей, особенно в Гагаузии, услышат правду о том, что происходит в автономии, стране, и правду о войне в Украине, которая, несомненно, повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Сегодня в выпуске у нас председатель партии «Перемен» Штефан Глигер. С ним мы поговорим о приговоре для Илона Шора и как быстро он может быть исполнен. Во второй части выпуска мы поговорим с председателем Ассоциации гагаузских сообществ Украины Юрием Демчоглу о ситуации на рынке зерна и так называемой зерновой сделке. В третьей части выпуска мы поговорим с Артемом Филипенко, экспертом Национального института стратегических исследований из Украины и служащим ВСУ, о взаимоотношениях между Украиной и Республикой Молдова в контексте российской агрессии. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить о решении апелляционной палаты Кишинева, которая подтвердила решение первой инстанции в отношении Илона Шора и увеличила срок до 15 лет, о том, что это значит и чего ждать дальше, да, в вопросе, не знаю, там, наказания Илона Шора, потому что дальше, я так понимаю, еще одна судебная инстанция. Вот об этом я предлагаю поговорить с гостем нашей сегодняшней передачи, Штефаном Глигером, председателем партии «Перемен». Господин Глигер, рад вас видеть. Здравствуйте, я рад вас видеть. С Пасхой всех. Христос воскрес. Да, воистину воскрес. Спасибо большое, вас тоже поздравляю. Господин Глигер, вот решение апелляционной палаты Кишинева. Увеличили срок. Первая, по-моему, инстанция дала 7,5, вторая инстанция дала 15 лет. Вообще, дальше, я так понимаю, решение будет опротестовано в Высшей судебной палате. И нам тоже ждать 8 лет, или как вы это расцениваете? Ну, дело в том, что в Высшей судебной палате сейчас сложная ситуация. Я даже не уверен, что там есть состав, полный состав из 5 судей, которые могут бы рассмотреть кассационную жалобу на решение апелляционной палаты Кишинева. Сейчас идет процесс реформирования Высшей судебной палаты, ее превращают в кассационную инстанцию, то есть она будет рассматривать очень небольшое количество кассационных жалоб только по тем решениям апелляционных палат, которые являются абсолютно незаконными, абсолютно очевидно незаконными, то есть это будет очень небольшой процент. В основном Высшая судебная палата после принятия окончательных изменений в законе будет выполнять роль, как это проще объяснить, роль инстанции, которая разъясняет всем остальным судам, как надо судить те или иные категории дел. Мы на данный момент не знаем, как пойдет. Если в Высшей судебной палате будет достаточно судей для того, чтобы рассмотреть кассационную жалобу, которую в любом случае в течение месяца адвокаты Шора подадут, я уверен в этом, что они подадут, они опротестуют. У них есть 30 дней для этого. С момента истечения этого срока, я думаю, в последующий месяц-два будет понятно. То есть где-то к июлю будет понятно, июлю-августу будет понятно. Есть в Высшей судебной палате необходимое количество, потому что сейчас объявлен конкурс на места в Высшей судебной палате. Я напомню, что оттуда ушло очень много судей. Было даже решение такое нетрадиционное, очень специфическое, необычное решение комиссии по чрезвычайной ситуации, когда они запретили судьям уходить на некоторое время, потом отменили это свое решение, потому что оно по сути смешное, судьи приходили на работу, но не рассматривали ничего. То есть формально выполняли решение чрезвычайной комиссии, а по факту не выполняли. Нельзя заставить человека выполнять свои служебные обязанности, если он этого не хочет, даже если он формально это будет делать. То есть это абсурд. Они аннулировали это решение, и сейчас будет, как говорится, будем посмотреть. Если затянется все это дело, и конкурс на должности Высшей судебной
инстанции, судей высшей судебной инстанции ВСП затянется, то тогда, наверное, будут все-таки уже успеют принять изменения к закону о высшей судебной палате. В июне ожидается последнее мнение Венецианской комиссии по этому поводу, насколько я помню. И вполне возможно, что уже к сентябрю у нас будет действовать Высшая судебная палата с новыми компетенциями и, возможно, даже откажут в рассмотрении, в предварительной процедуре откажут в рассмотрении кассационной жалобы. То есть в том или ином... Вопрос в том, будет, на самом деле, вопрос в том, что останется решение апелляционной палаты в силе, у меня мало сомнений. Хотя все возможно в Республике Молдова, абсолютно все возможно. После 60 отложенных заседаний в деле Шора в Кагульской апелляционной палате, то вы сами понимаете, после того, как судья, который участвовал в этом процессе, встречался и получал кульки, пакеты целлофановые с каким-то наполнителем, с каким-то содержимым на мойке. Для кошачьих лотков, наверное. Наполнительным для кошачьих лотков, наверное. Да, да, для лотков. Конечно, в нашей стране, и этому суде, кстати, ничего не было за это, то в нашей стране все абсолютно возможно. У нас такая небольшая анархия. Поэтому посмотрим. Ну, вопрос в том, рано или поздно решение в отношении Шора останется в силе. Вопрос в том, кстати, оно уже может быть приведено в исполнение, потому что это решение является подлежащим исполнению. Вопрос в том, как это будет происходить. На самом деле есть процедура признания судебных решений, даже в уголовном порядке, уголовных решений в других странах. И вот в Израиле, в принципе, несмотря на то, что они не выдают другим странам своих граждан, насколько я понимаю, он гражданин Израиля, они могут привести в исполнение судебный приговор. За теми небольшими исключениями, когда решение суда выдано абсолютно незаконно, что не является случаем Илана Шора. Поэтому, возможно, он даже будет посажен. Отбывать наказание там? Возможно, он будет отбывать наказание в Израиле, вы это хотите сказать? Да, возможно, будет отбывать наказание в Израиле, если его не выдадут. Хорошо, а что с дальнейшей политической карьерой господина Шора? Вот дальше, после того, как решение вступит в окончательную силу, будет окончательно вступившее в силу решение суда, его должны лишить по депутатского мандата, я правильно понимаю? Вы понимаете, это уже такое не настолько важно, потому что есть заявление в Конституционный суд Министерства юстиции, апробированное правительством Республики Молдова, о признании неконституционности партии Шора. Его политическая карьера, это ваш изначальный оригинальный вопрос, его политическая карьера зависит в том числе от решения, в первую очередь от решения Конституционного суда. Вы видите, что он уже приговорен к 15 годам, и это не мешает ему заниматься политикой, потому что наше государство есть очень слабое, институционно говоря, государство, и оно позволяет организованным преступным группировкам, таким как группировка Илана Шора, Плохотнюка, Платона, заниматься политикой в Республике Молдова. Особо этим никто не обеспокоен, кстати. Насколько мне известно, и из того, что я знаю из нашей Генеральной прокуратуры, та информация, которая есть, прокуратура по борьбе с коррупцией, ЦБК и так далее. Не обеспокоен тем, что организованные преступные группы занимаются политикой? Ну, если ты чем-то обеспокоен, ты этим занимаешься, нет? Ты что-то делаешь. Ну да, согласен. То есть это синоним необеспокоенности или импотенции, или отсутствия реальных способностей, управленческих способностей и так далее. Поназначали всяких людей, не имеющих отношения к этим должностям, и вот мы пожинаем сейчас результат. Я думаю, чем больше времени проходит, тем больше это становится очевидным, даже самым недалеким, самым таким медленно думающим гражданам Республики Молдова и не только. Но это еще будем посмотреть, потому что будет очень много интересного происходить, точнее не происходить.
И учитывая, что сейчас организованные преступные группировки вовсю занимаются местной избирательной кампанией, есть все предпосылки проиграть гагаузские выборы одному из проектов, который управляется, политических проектов, которые управляются, пока получают указания из российских спецслужб. Есть вероятность проиграть в муниципе Кишинев некому Ивану Чебану, которым никто не занимается, прокуратура антикоррупции, Вероника Драголин со своими замами, с этим Фином Мараря Ивановым, с Васей этим Плеваном, фактически занимаются, не знаю, чем занимаются, но по сути они отказываются осуществлять уголовное преследование в отношении Ивана Чебана и его людей, потому что есть достаточные основания подозревать их в совершении должностных преступлений в большом количестве. Мы вот сейчас в третий раз получили отказ на уголовное открытие, повторное открытие уголовного процесса по делу отеля «Националь», где собственником является Андронаки, а разрешение на снос выдавал Иван Чебан через своих людей, через Дагатару и через Илью Чебана и так далее. То есть фактически у нас такая абсолютно, извините, идиотская ситуация, когда государственные учреждения не видят преступления, которые совершаются, должностные нарушения, покрывают этих людей. И то же самое у вас в Гагаузии происходит, и в Кишиневе, допустим, да, Иван Чебан не чувствует вообще никаких, он к закону относится очень приблизительно. И в Бельцах, я вам хочу сказать, в Бельцах мы боремся на 3 фронта. Есть власть, которая никак не хочет помогать, по сути, городу. Просто никак. Государственная канцелярия, если в Кишиневе государственная канцелярия носит Ивана Чебана на руках и разрешает ему делать и тратить деньги, как он хочет, и принимать решения, какие он хочет, в Бельцах любое решение совета опротестовывается, приостанавливается государственной канцелярией. И у нас есть определенные подозрения на этот счет. В то же самое время в Бельцах работает гражданский, так называемый, инициативная такая, так называемая группа «Я бельчанин», которая у нас есть подозрения, координируется ФСБ. И у нашего СИБа тоже есть такие подозрения, насколько нам известно. Но никто ничего не делает. Они заходят в квартиры к нашим старикам и рассказывают им всякие гадости про Григоришина, про меня и про многих других. И в то же самое время есть третья сила, которая партия ШОР, которая ни одного дня не останавливала свою избирательную кампанию с ноября 2021 года. И в таких ситуациях, вот в этой ситуации есть все предпосылки проиграть выборы таким очень непрозрачным, сомнительным политическим формированием и силам в Гагаузии, в муниципе Кишинев и в муниципе Белц. То есть нынешняя власть, которая заявляет свою проевропейскость, которая сейчас собирает на митинг, на большой митинг 21 мая, если я не ошибаюсь, все проевропейские силы, к сожалению, не посоветовавшись до этого с проевропейскими силами. Не формально заявленными, а настоящими, которые что-то сделали для того, чтобы убрать Плохотнюка, Додона, Шора и так далее, которые доказали на деле, а не на словах свою проевропейскость. К сожалению, с нами никто не посоветовался насчет этого собрания, потому что там очень сложная будет ситуация. Так вот, во всей этой ситуации нам немножко непонятно, как это вообще возможно. У ПАС, у ПДС есть вся власть, но они не умеют ей пользоваться. Эти выборы, они скомпрометированы, и результаты будут очень плачевными. С национальным собранием, без национального собрания и так далее. И возвращаясь к Илану Шору, каково будущее партии ШОР? Да, партии ШОР, каково будущее? Да, Илан Шор и решение Конституционного суда. Решение по неконституционности партии Шора очень сильно затянулось. Очень сильно затянулось. У меня такое подозрение, что пока не назначат последнего 6-го члена Высшего Конституционного суда Высшим Советом Магистратуры. Я напомню вам, что господин Абабий
земля ему пухом, умер преждевременно, ушел, и его место оставалось вакантным вот на протяжении почти 2 лет, более 2 лет. И Высший совет магистратуры, так как он был таким покалеченным, до сих пор не провел конкурс на занятие должности судьи в Конституционном суде на освободившееся место. У меня такое впечатление, что будут проводить этот конкурс, будут назначать судью в Конституционный суд, а потом только появится решение по конституционности. Я надеюсь, что появится до местных выборов, а не после местных выборов. Но даже если это решение появится до местных выборов и партию ШОР признают неконституционной, на что есть все основания, у меня такое впечатление, что партия ШОР намного более подготовлена к такому развитию событий, нежели власть. Потому что уже есть, по крайней мере, пара политических проектов, резервных платформ, на которые они будут уходить и которые они растят. Есть движение «За народ», есть и другие политические формирования. Там по некоторым информациям, согласно нашим источникам, там около 6 политических партий на данный момент проходит процесс регистрации. И непонятно, кто эти люди и что стоит за ними. Это все делается в тишине и спокойствии. Вы понимаете, что когда ты борешься за власть и хочешь запустить политический проект, ты хочешь, чтобы о тебе все знали, чтобы тебя как можно больше людей знали. Мы вот 2 года уже занимаемся политикой и на всех телевидениях и так далее, и везде по стране, и нас знает 50 с чем-то процентов. А сейчас регистрируется 6 политических партий, Михаил, и никто о них ничего не знает. Что говорит, дает мне основания подозревать, что с этими политическими проектами не все так просто. Да, и они резервные, они делаются как болванки, как заготовки под кого-то. Ну вот такая ситуация. Посмотрим. На самом деле ситуация с политической точки зрения очень неблагоприятная, очень плохая, и мне кажется, что Великим национальным собранием ее не исправить. Хорошо, а вот возвращаясь есть конкретное решение в отношении Илона Шора. Этот человек занимается политикой. Окей, признают партию Шора неконституционной, не признают партию Шора, это другой вопрос. Но могут же возникать и куча таких ситуаций и в будущем. Человек ограбил государство, занимается политикой. Должен ли быть какой-то запрет на занятие политической деятельностью в таких случаях? Очень и людей поддерживать. Потому что, опять же, если распространять, это целая организованная преступная группировка, которая включает определенных членов. То есть они являются сообщниками, не то чтобы сообщниками, политическими соратниками Илона Шора. То есть какова должна быть ответственность в этом случае? По-хорошему, в нормальном государстве, в функционирующем государстве не было бы нужды в решении о признании неконституционности этой партии. Просто ядро, организованная сама непосредственно преступная группировка, была бы арестована и посажена. И в этой ситуации фактически не запрещай, если нет ядра, если оно сидит, это ядро, в тюрьме, то и партии по сути нет. Потому что эта партия без финансирования, без лидеров, она просто развалится. Да, вот как мы видим с партией социалистов, что происходит. Да, фактически разваливается. Сейчас вернули Додона, который уже 100 раз дискредитирован, чтобы хоть что-то возможно спасти или собрать, соскрести с полов и так далее, или собрать что-то из этого. Как только убирается финансирование незаконное, как только дискредитируются лидеры или их уголовно преследуют, они не могут в открытую и системно этим заниматься, политикой заниматься и так далее, все это разваливается. Но у нас, к сожалению, не так. У нас назначили абсолютно не соответствующих своим должностям людей. Мы тут говорим и о ЦБК, и о ПА, и о Генпрокуратуре, и о Печекоксе, о котором все забыли. И все уже как-то смирились, да, вот с неуклюжестью этой власти, с недальновидностью этой власти, с неспособностью выбирать соответствующих задачам людей и так далее. Это нам будет стоить очень-очень дорого. Очень дорого. Ну хорошо, вот в данном случае на запрет занимается политической деятельностью. Окей, решили закрыть вот кого? Марину Таубер? Михаил, мы не знаем. Нет такой судебной практики, понимаете? Нет такой конституционной судебной практики.
То есть ты признаешь неконституционной партию, а партия есть фикция, это юридическое лицо. Юридическое лицо, оно не существует, это метафизическое понятие. Это понятие, с которым мы все согласились, что оно существует, но оно физически не существует. Существуют физические лица, люди существуют, которые объединились в этом формальное, абстрактное понятие. Юридическое лицо, которое мы называем политической партией. Единица, которая борется за власть. Так вот, я об этом много раз говорил, что это решение имеет смысл только в том случае, если нынешние политические органы, исполнительный комитет, политическое бюро, зампредседатель и председатель партии, это решение имеет смысл только если будет причинно-следственная связь между нарушением Конституции, потому что это не абстрактная какая-то фикция или юридическое так называемое лицо нарушало Конституцию. Конституцию нарушали конкретные физические лица, такие как Илон Шор, Марина Таубер и все остальные, да, Жордан и т.д. и т.п. Соответственно, вот этим всем людям, которые на данный момент являются исполнительными органами этой политической партии, а также зампредседателя, председателя партии, им должен быть внесен пожизненный запрет на занятие политикой. В Республике Молдова, в любых партиях и в любых составах. Но это могут сделать только через решение суда, правильно я понимаю? Это будет зависеть от решения Конституционного суда и о том, как они будут это интерпретировать. И вот в этой ситуации, конечно, в результате решения суда, конечно же, нужно посмотреть, пересмотреть эти мандаты, отозвать или не отозвать. Это очень будет большая дискуссия с юридической точки зрения, потому что мандаты, они являются абсолютными. То есть это императивными, да, или как это? Императивный мандат, который, практика пересмотра отзыва этих мандатов, аннулирования мандатов, она существует только в очень небольшом количестве государств, и они обычно авторитарные, тоталитарные, ничего с правами человека не имеют и так далее. Но здесь все-таки исключение из правил. И мы не знаем, как это все будет. Я думаю, поэтому и Конституционный суд не спешит выносить это решение. Они, наверное, сами до конца не знают, что с этим делать. Господин Глигор, я благодарю вас за то, что пришли к нам в студию, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо за приглашение. До свидания. Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить о ситуации, которая сложилась на международном рынке зерна, о блокировании зернового коридора и о решении некоторых стран Центральной Европы, в частности Польши и Венгрии, запретить импорт украинского зерна. Извините, об этом я предлагаю поговорить с Юрием Демчогло, председателем Ассоциации гагаузских сообществ в Украине. Господин Демчогло, здравствуйте, слышите ли вы студию? Здравствуйте, добрый день, доброго дня, Заман Хайрулсун. Заман Хайрулсун, рады вас видеть. Обычно мы с вами говорим про ситуацию, как обычную ситуацию в Украине, но вот ситуация с зерном. Господин Демчогло, вот эти новости, которые мы слышим, да, с одной стороны, 28 судов заблокированы в Черном море в рамках вот этой вот зерновой сделки. С другой стороны, решение Польши, Венгрии о запрете импорта украинского зерна, и не только зерна, там речь идет, по-моему, сельхозпродукции. Вот что это значит? Зерновая сделка не работает, работает, и на каком этапе все это вообще на данный момент? Да, вы правы. Мы обычно с вами говорим о политике, о общественности, о экономике, потому что действительно экономика — это важный двигатель, и в том числе и политики, и войны за экономики зачастую начинаются и заканчиваются, дай бог. Касательно зерновой ситуации, действительно, последняя неделя она очень сильно усложнилась. Ряд этому много факторов. Первое, то, что зерновой коридор, о котором договорились в конце лета прошлого года, и который заработал с сентября прошлого года, он вначале работал так неплохо относительно, можно сказать. Вначале, если вы знаете принцип работы зерновой комиссии, то там создана совместная группа рабочая, в состав которой входит Министерство транспорта и Министерство обороны Украины, Турции и ООН.
и с противоположной стороны взаимоотношений ООН, Турции и России. Тоже два министерства с этих стран. Представители этих министерств входят в объединенную комиссию по зерновому коридору. И если раньше, в сентябре, например, инспекторы этой комиссии пропускали в день, в сутки, 12-15, доходило до 20 кораблей в сутки, то сейчас, особенно после ситуации, вы знаете, Россия даже выходила из этой комиссии, приостанавливала свое членство после Харьковской изюмской операции, если помните. Да. То есть изюмско-балаклейская операция, даже она вышла в одностороннем порядке, но тогда была интересная ситуация, когда Турция сказала, что мы можем продолжить без России, Россия же нам доверяет, мы будем ее информировать. Россия тогда поняла, что процесс может идти без нее, и быстро обратно вернулась в эту зерновую комиссию. Но на сегодняшний день работа комиссии фактически заблокирована. Вы сказали 28 суден, по моим данным, на сегодняшний день уже 49 суден заблокировано, уже почти под 50 суден, да, заблокировано. Последние данные, которые я час назад получил. То есть фактически это 10 дней, фактически 10-дневная норма суден не пропускается. В то же время Россия очень активно работает сейчас на турецком рынке и фактически отпускает цену постоянно. Потому что, насколько мы знаем, насколько я знаю, вот согласно этой же зерновой угоде, России разрешили продавать свое зерно в Африку, Среднюю Азию, дальневосточные страны, и Бангладеш, Китай, Филиппины и прочие страны. Она получила, то есть не блокируется, потому что в противном случае могли бы банковские организации, американские, европейские, блокировать даже транзакции по этим сделкам. Но Россия, благодаря в том числе за ей выгоднее зерновому соглашению, это делает. Но в последнее время у получателей, у покупателей российского зерна на тех рынках, дальних рынках есть проблемы с финансированием, потому что в мире есть и финансовый кризис. Уже не выдают кредиты так, как раньше выдавали, а это все были кредитные сделки. Последним ударом я знаю, что в Африке африканские страны начали массово отказываться от российского зерна, потому что их не кредитуют. То есть они брали это в кредит. Не кредитуют под покупку, не кредитуют вообще или не кредитуют под покупку российского зерна? Под покупку российского зерна именно. В Украине закупают, и как Украина как напрямую продает в Африку, так и продает через международные организации, через ООН и международные зерновые трейдеры. Плюс в Украине присутствует очень много международных зерновых трейдеров. Глинкорн, Бунге, международные, вы знаете, что в мире есть около десятка компаний, которые контролируют практически все зерно всего мира. И они практически все, ADM, они практически все присутствуют в Украине. В том числе у них в портах Одессы есть свои терминалы зерновые. Соответственно, пошла такая жесткая борьба за рынок, потому что на фоне финансового кризиса начали падать цены на зерно. В Украине на сегодняшний день, насколько я знаю, около 35 миллионов, 37 миллионов тонн экспортировано с момента начала войны за последний год. Сначала через дунайские порты, плюс Украина имеет еще дунайские порты, которые нарастили тоже свой объем, которые побили свои показатели еще с советского периода, например, только порт Измаил в прошлом месяце 700 тысяч тонн грузов обработал. При том, что советский период он обрабатывал максимум 500 000 тонн. И 15 миллионов тонн грузов экспортных и импортных пошли через дунайские порты Украины. Измаил, Килья, Вилково и Рени. И, кстати, Украина построила новый порт за это время, порт Орловка. Между Измаилом и Рени Украина построила новый порт. Он начал работать, и я помогал этому порту усиленно, строительстве этого порта. То есть Украина больше 15 миллионов тонн экспортировала через дунайские порты.
И плюс дунайские порты сегодня работают не только на экспорт, а и импорт. Дунайские порты стали основным хабом, через который идет там стройматериалы, удобрения, потому что одесские порты в рамках зернового коридора могут работать только зерновыми грузами. Зерновыми грузами там и плюс масло подсолнечное тоже в танках, в наливных танкерах можно вывозить по зерновой угоде, по зерновому соглашению. Дунайские порты поэтому важную роль играют. И плюс отдельно работал коридор, польско-венгерский коридор, где через железную дорогу вывозилось зерно в порты Польши в основном, частично еще и порты Литвы. То есть это порты Клайпеда, Литвы, порт Гданьск и порт Щецин польские стали фактически украинскими зерновыми портами, так же, как и порт Констанца в Румынии. Порт Констанца в Румынии, кстати, еще стал, как говорят, одесским контейнерным терминалом. То есть контейнерные грузы тоже сейчас почти все идут, приходят и уходят через Констанцу. В связи с понижением цены, да, и из-за финансового кризиса в последнее время цены пошли вниз. Хотя потребность в зерне очень большая. Плюс у Украины еще есть остатки. А почему тогда, завершить этот вопрос, казалось бы, на рынке есть нехватка, дефицит в связи с ограничениями по вывозу украинского зерна, но вы говорите, что цены идут вниз. В чем причина? Две причины. Первая причина то, что финансовый кризис есть и не кредитуются сделки, в том числе даже там европейские. И вторая причина то, что скоро новый урожай пойдет. В конце июня начнется новый урожай там, в Украине, в Южной Европе, там, в Румынии, Болгарии, чуть попозже, там, в конце июня, начале июля уже в Центральной Европе. И у европейских фермеров, у европейских зерновых компаний сложилась такая ситуация, что они не продавали свое зерно, надеясь на то, что цена на него поднимется. И получается, сегодня на складах польских, там, венгерских, румынских компаний есть остатки тоже, а цена низкая. И сегодня они как бы винят в этом дешевое украинское зерно. Но при этом они сами скупали дешевое украинское зерно, я правильно понимаю? Абсолютно верно. Они сами же скупали в начале, особенно в первой половине как бы сезона, который начался в июне прошлого года. Весь прошлый год фактически скупали дешевое украинское зерно. Кроме этого, вы знаете, Европейский Союз сделал Украине очень большую привилегию. С мая прошлого года, или с июня, уже не помню, май или июнь прошлого года, Европейский Союз отменил для украинского зерна все пошлины, все налоги, даже отменил НДС. То есть украинское зерно продавалось в Европу как европейское. Как любой, фактически Украина стала зерновым членом Европейского Союза. То есть кто купил ты внутри Румынии или внутри Польши, то же самое ты покупал в Украине зерно и не платил никаких налогов, нулевая ставка была. Понятно, что этим недовольны местные фермеры, которые винят в этом в Украину, не винят, а винят политику Евросоюза, но как бы терпели целый год, понимая, что в Украине война и нужно украинскому народу, украинскому экономике нужно помогать. Видно, и терпение начинает чуть лопать, но в этом они виноваты как бы и сами. Они скупали, они не продавали свое зерно. Как бы это экономика, это, как говорится, это only business, как говорят американцы, это только бизнес. То есть, надо почему они придерживали? Я прошу прощения, они действовали, получается, скупая украинское зерно, которое было дешевым, потому что Украина по дешевке его продавала. Очень многие, кстати, на этом пытались навариться, те же, насколько мы понимаем, в той же Румынии, в той же Польше. Почему они не продавали его сразу? Они придерживали его до лучших времен, получается, или что? Они придерживали, надеясь, потому что каждый год зерно под конец сезона вырастало в цене до нового урожая, до сборки урожая. А в этом году так не произошло. Соответственно, сегодня на складах, европейских зерновых складах скопилось много зерна, вы правильно. И в основном польские и румынские компании этим занимались. Они скупали
украинскую зерновую продукцию. Но сегодня у них на складах есть много продукции. И цена идет вниз, и получается, что они терпят убытки. Но еще раз говорю, это только бизнес. Вот то, что волна началась, то, что Польша приостановила импорт, Венгрия приостановила импорт, Румыния там подумает над этим, Болгария, я знаю, тоже. Но, понимаете, импорт они приостановят. Для Украины достаточно, чтобы разрешали транзит. Потому что все равно Украина 80% зерна продает не в Европейский Союз. Оно продает, основные сделки, это сделки африканские, сделки там, Центральной Азии, там, сделки Китая, сделки Бангладеш, очень выгодный рынок для Украины. Сделки в Индию, хотя и Россия тоже в Индию продает. Кстати, Россия полностью выбила украинское зерно с Индии, потому что там цены практически, мне говорят, что на индийский рынок там дают дисконт до 30% российских компаний. То же самое сегодня вот, российские компании, как мне говорят мои знакомые в Турции, российские компании пооткрывали в Турции компании, которые, то есть российская компания из России продает своей же турецкой компании зерно, и русские пошли даже дальше, они арендуют портовые элеваторы уже в Турции, то есть они становятся... То есть арендуют на год, на два, выгружают зерно в Турции и продают его как турецкая компания уже в розницу, можно сказать, фермерам турецким. Я боюсь, что такая же проблема может недовольство быть и турецких фермеров, потому что, как мне говорят, турецкие склады тоже забились, а новый урожай начинается через Турцию, урожай начинает собирать чуть раньше, в конце мая, начале июня, мне сказали. То есть может быть такая ситуация, что турецкие склады полны старым урожаем, и новый нужно будет отпускать цены. Сейчас в Турции выборы. В Турции еще выборы, да. То есть есть такая ситуация, но все зависит от уровня нового урожая. Как на всем зерновом рынке. Если урожай будет плохой, ситуация выровняется. То есть в Европе, там, в основном в Европе, Турции. Ну, Турция, насколько я знаю, ей до своего зерна, своих зерновых хватает только на 30-40% зависимости. Даже максимум наполовину, если очень хороший урожай. А остальную половину или остальные 60% она должна будет закупить. Хорошо, а что в данном случае пытается добиться Польша? Понятно, защитить своих, потому что было заявление первых лиц Польши о том, что они пытаются защитить своих фермеров, и это в том числе в интересах Украины, потому что Украине невыгодно иметь ослабленную Польшу, которая не может с внутренним политическим и экономическим кризисом. Как вы думаете, как разрулится эта ситуация? Вы говорите, что позволят, достаточно Украине, чтобы разрешили только транзит, как бы пусть не покупают, просто пусть позволят транзит. Но, насколько я понимаю, и транзит тоже не разрешают. Нет, транзит не запрещает. Вот по моей информации, на вчерашний день, я специально вчера говорил с таможенниками, без проблем поляки разрешают транзит. Единственная проблема была еще такая, что, насколько я слышал, в Польше заведено уголовное дело, когда часть польских компаний под видом транзита завозили на внутренний рынок тоже. Не оплачивая на внутреннем рынке. Тоже такая история, там пару компаний засветились, польских именно компаний, которые этим занимались. Но это дело правоохранительных дел, это дело, правоохранительные органы Польши пусть занимаются этим делом. То есть они, транзит на вчерашний день пропускали. Импорт уже не пропускали, но транзит пропускали. Хорошо, а вот к чему приведет эта вот война, зерновая война между Россией и Украиной, которая, очевидно, уже война, можно сказать, да, потому что вот эти демпинг цен, как вы говорите, со стороны России тоже присутствуют. В Индию продают по 30% дисконту, как и нефть, в принципе, да, то есть как бы Путин, как обычно, всех переиграл, посмотрим, как он в этом деле переиграет. Я думаю, что зерновой коридор всегда был там оружием в руках России, как бы способом манипуляций. Вот тоже, я же говорю, когда была ситуация, когда Россия типа вышла, мы выходим из зерновой сделки. Но потом быстро ее вернулась, потому что я думаю, что сегодня, чуть понимаете, сегодня чуть ослабла роль Турции, не ослабла роль Турции, а Турция чуть не до Украины.
и не до России. У Турции последний месяц очень много своих проблем. Начиная от землетрясения, заканчивая выборами. И плюс экономический кризис. Да, очень большой экономический кризис действительно в Турции. Тоже проблемы, мне сказали, что в Турции тоже перестали банки кредитовать любые сделки, любые, начиная там от торговых, заканчивая недвижимостью. Очень тщательно, то есть получить кредит, как раньше, невозможно раньше было. Без проблем, там, хочешь кредит, завтра получи. То есть банки придерживают кредитование сделок, а соответственно, как правило, половина сделок в экономике Турции это под кредитные деньги. То есть Турция сегодня чуть-чуть не до этой ситуации, Турция пустила это чуть-чуть на такой самотек, но думаю, что это выровняется после выборов. Кто бы ни был президентом Турции, я думаю, что это выровняется. Потому что Турция очень важный геополитический игрок, и он в конце концов гарант в этом конфликте, и должен и захочет им быть, потому что безопасность в Черноморском регионе прежде всего, как бы превыше всего для Турции. Она не хочет, чтобы ситуация обострилась в этом регионе, и более-менее, чтобы было под ее контролем. Плюс поживем увидим, но знаю, что центральный аппарат, центральные органы Европейского Союза уже сделали замечание Польше, Венгрии, что они не могли в одностороннем порядке это принять. Я думаю, что они или получат какие-то дополнительные дотации, потому что европейские фермеры, в отличие от украинских, очень серьезно датируются Европейским Союзом. Украинских фермеров такой возможности нет. Ну, то есть у Европейского Союза есть возможность успокоить польских фермеров? Я тоже так думаю, что да, есть возможность и кнутом, и пряником. То есть и пожурить за принять это решение, и плюс чуть-чуть пряника подкинуть, какие-то преференции. Думаю, что это успокоится, но проблема именно зерновой сделки, зернового коридора, она сейчас будет очень ярко выражена. Я думаю, что мы ждем во время контрнаступления украинской армии, которое в ближайшее время должно начаться, Россия обязательно, наверное, объявит о том, что выходе из сделки или прекращении сделки и тому подобное. То есть это будет, мы ожидаем, что это ее реакция на успешное контрнаступление украинской армии будет одной из первых, все, мы останавливаем, я закрываю опять за одесские порты, не разрешая зерно и тому подобное. Ну, посмотрим. Мы надеемся, все надеются на новое контрнаступление украинской армии, и что бы там ни говорила Россия, я так понимаю и уверен, оно состоится. Как бы там Россия не останавливала, не выходила из зерновой сделки. И желаем ВСУ победы и успехов в этом готовящемся контрнаступлении. Господин Немченко, я благодарю за то, что пришли к нам и прокомментировали ситуацию. До свидания. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в Гагаузии. Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить о ситуации на фронте немножко, насколько это возможно, и поговорить о взаимоотношениях между Молдовой и Украиной и, скажем, вниманию, которое сейчас Украина уделяет внутренней политике в Республике Молдова, в том числе и в Гагаузской автономии, где, как вы знаете, очень сильные пророссийские настроения. Об этом я предлагаю поговорить с Артемом Филипенко, экспертом Национального института стратегических исследований. Артем к нам присоединился из Одессы. Артем, приветствую вас. Добрый день. Нас слышно, все хорошо, связь, надеюсь, нас не подведет. Да, все прекрасно, так что да. готовы работать. Тут стоит отметить, что Артем служащий ВСУ, и тут от своего имени, от имени всех гагаузов, которые поддерживают меня и не поддерживают, выразить благодарность, безусловно, ВСУ за то, что защищает и свою, и нашу свободу. И свободу тех, кто не на стороне ВСУ и не на стороне Украины. Поймут они это рано или поздно, но в любом случае поймут. Ну, наши слова благодарности и успехов ВСУ, Артем. Спасибо. Ну, и не могу не спросить вас, как сейчас обстоят дела на фронте, какие настроения.
вот эти вот публикации, которые появились в последнее время в российских СМИ, о убийствах, вот о жестоком обращении с украинскими военными. Как вы думаете, для чего это вообще делается? Понятное дело, что это в аккурат перед... Сейчас очень многие говорят о готовящемся контрнаступлении ВСУ, и эти публикации стали появляться вот буквально недавно. Как вы думаете, какова их цель? Это каким-то образом сломить дух украинских воинов или это просто утечка? И, безусловно, это просто утечек в современной войне практически нет, потому что в массе своей это целенаправленные информационно-психологические операции, которые в том числе, как вы правильно заметили, не направлены на то, чтобы сломить дух украинского солдата, потому что мы уже были свидетелями многих таких вот эпизодов, да, и информационно-психологических операций, которые были направлены. Россия никак не может ощупать ту слабую, наверное, ту слабину, которая, какие-то слабые стороны, на которые она может нажать для того, чтобы, наверное, ослабить, в первую очередь, морально ослабить украинскую армию, потому что применялись все различные методы, да, то есть пытались противопоставить армию, там, не знаю, каким-то, как они называли, там, националистическим формированием, хотя их вообще по большому счету нет, потому что у нас все вооруженные силы Украины. Пытались противопоставить армию и правительство. Пытались распространять ложную информацию, в том числе и о потерях. Ведут террор против мирных граждан, имеется в виду как бы те же самые обстрелы. И тут надо сказать, что это яркий пример того, как это все не удалось. Да, потому что у нас украинцы сидели зимой и без света, и без тепла. Часто и отключалась и вода, ну потому что так или иначе это... И тем не менее мы выстояли. И первую зиму военную украинцы выстояли. И это тоже немаловажно. И вот эти рассказы о зверствах, это тоже одна из попыток запугать, как минимум, перед тем контрнаступлением, о котором сейчас, как вы сказали правильно, говорят очень много. Хорошо, а как вы относитесь к вот этой публикации Владимира Осечкина, да, разговор с этими двумя вагнеровцами, если вы видели буквально сливы, их признания, если вы успели посмотреть их? Не, к сожалению, не успел, как бы не всегда есть возможность. Не, ну там, в общем, говорится, ну они рассказывали о, ну скажем, том, как они это делали, да, всех преступлениях, которые совершал Вагнер против людей, против гражданских и так далее. И тут вроде, и тут резко потом, когда после Осечкин опубликовал это, они отказались от своих слов. Такая тоже интересная подача. Ну, здесь на самом деле, скажем, с их стороны, как мне кажется, просто есть еще определенная бравада. Да, Россия в своей агрессии против Украины, которая, хочу напомнить, она идет с 2014 года, да. И с так называемой попыткой аннексии Крыма и 4 областей Украины, Россия просто показала, что она абсолютно игнорирует нормы международного права. В данном случае речь идет о полном игнорировании военного, да, там, международного гуманитарного права, об обращении с военнопленными, об обращении в том числе с мирными жителями. Россия показывает, что как бы ее абсолютно не интересует, ее не волнует, она не боится. Да, и единственный фактор, который может поставить их на место, это в первую очередь сила. Да, то есть и единство демократического мира в намерении обуздать агрессора. Ну, надеемся, что этого единства демократического мира хватит надолго. До самой победы. Да, мы тоже надеемся на это, хотя, опять же, если смотреть по поведению России, по тем информационным операциям, которые они проводят, они все-таки стараются работать на раскол, противопоставлять и социальный раскол, этнический раскол, религиозный раскол, и эти попытки будут продолжаться. Хорошо, вот мы долго, знаете, не говорили, мне кажется, уже пора немножко начать говорить. Понятно, что лучше дождаться, все яснее станет после победы, которую все ждут, победы ВСУ на поле боя и восстановления территориальной целостности Украины. Но, тем не менее, интересно было бы поговорить о вот этих взаимоотношениях Молдовы и Украины. Раньше как-то Молдова особо не была в сфере интересов как бы Украины, так особо не занимались внутренней политикой, но, во всяком случае, такое у меня ощущение, не интересовались. Сейчас Республика Молдова и Украина, безусловно, в одной лодке. Да? То есть Украина выстоит,
выстоит независимость Республики Молдова. Да? Если бы Украина пала, то в этом случае, не дай бог, да, в этом случае с Республикой Молдова решили бы вопрос там, буквально там, за полчаса, имеется в виду оккупация, имеется в виду. Да? А вот сейчас, особенно регионы, вы знаете, что в Республике Молдова есть регионы с очень сильным пророссийским настроением, которые граничат с южной частью Одесской области, где тоже сильны традиционно пророссийские настроения. Вот сейчас, когда вот это, после полномасштабной агрессии, украинский политикум больше интересуется внутренними делами в Республике Молдова или пытается не вмешиваться? Нет, ну, во-первых, интересуется больше. Мы уже видели результаты, мы видели, что в конце концов Украина именно проинформировала Молдову о тех планах по дестабилизации. Это очень важный момент. И вообще, как бы, если говорить о самом понимании Молдовы, да, там, скажем, многое зависело ну, от личности даже руководства. Да, к примеру, мы можем вспомнить, что предыдущий президент Петр Порошенко, да, он проявлял определенный интерес, и многие даже увязывали этот интерес с тем, что у него были вроде бы какие неплохие деловые отношения с Плохотнюком. Это скорее был бизнес-интерес. Это скорее был бизнес-интерес, чем... Да. Ну, не без этого. Ну, тут как бы интерес был, в любом случае интерес был. Ну, да. Здесь надо сказать, что интерес к Молдове во многом стал проявляться серьезно с 2014 года. И он шел как бы по нарастающей. Почему 14-го? Потому что как бы у нас возникла схожая ситуация с Молдовой, я имею в виду Приднестровьем, Приднестровский регион Республики Молдова. И для очень многих украинцев стало, скажем так, во многом понятно. Дело в том, что это такое. Почему? Потому что до 2014 года отношение Украины к Приднестровскому региону было, ну, скажем так, довольно-таки толерантным. Да, то есть это начиная от бизнеса, да, который велся с участием в различного рода сферах схем, да, ну и заканчивая в целом просто, да, то есть приднестровские, ну как бы назвать их, лидеры, да, в кавычках, могли спокойно пользоваться Одесским аэропортом, например, да, для перемещений. То есть не существовало каких-то препон, да, и вообще в целом отношение было, давайте опять же, если говорить честно, в 92 году роль Украины была далеко не, да и потом при мирном урегулировании роль Украины была далеко не самая лучшая. Да, и только в 2005 году, когда были введены новые таможенные правила, можно говорить о определенном переломе. С 2014 года изменилось отношение и стали более внимательно изучать приднестровский вопрос. И более того, ну скажем, даже не на уровне политиков, больше на уровне экспертов, говорить об угрозе приднестровизации. Что такое приднестровизация? Это риск того, что нас посадят за стол переговоров с Приднестровьем, да, то есть как Молдова с Приднестровьем, то же самое там с так зваными ДНР, ЛНР. Ну и дальше бесконечный процесс. Мы видим, в Молдове 30 лет уже идет переговорный процесс, который ничем не заканчивается, по большому счету. Ну и плюс те же самые персонажи, если так говорить честно, да, например, тот же самый Дмитрий Козак. Если мы говорим о влиянии Молдовы, знаете, я как бы читал лекции в одной из школ, и я начитал еще, я давал три фотографии и говорил, вот, пожалуйста, если кто-то считает, что эти два конфликта никак не связаны, то извините, говорит, вот вам фотография господина Антюфеева, который так званый министр госбезопасности, и который был в кавычках, да, министром иностранных дел в Донецке. Вот вам Караман, вот вам Стрелков. Гиркин, который был казаком, рядовым, да, и воевал. То есть непосредственно одни и те же люди создавали проблемы в Молдове и нам. Поэтому сейчас, безусловно, мы понимаем, что нам в тылу необходимо дружественное государство. И да, безусловно, есть проблема Приднестровья, которая, опять же, до сих пор не решена. И она будет решена по итогам этой войны. А как она может решиться, с вашей точки зрения? То есть у Украины будут какое-то видение, как бы, как она может решиться? Потому что явно, что Приднестровье пытались решить путем федерализации Республики Молдова, и то же самое навязать и Украине. Это уже как бы совершенно очевидно. Ну, во-первых, я не могу как бы, да, сейчас прогнозировать, как оно точно будет, потому что
Давайте так, у Молдовы тоже нет до сих пор, насколько я знаю, может сейчас что-то есть, но у Молдовы тоже нет видения приднестровского регулирования. И когда даже вот сейчас говоришь с молдавскими коллегами, ты, например, там им говоришь, ребят, подождите, вы должны знать, если будет урегулирование, будет ли это действительно особый статус? У вас пока что в Молдове единственный закон, который это регулирует, это закон там о статусе левобережных районов еще 2005 года. Да. Значит, там ничего не прописано, там только написано что-то, там какой-то свой флаг, там какие-то свои органы управления и тому подобное. Там принципы, Давайте в общем, вы принципы. определите, что вы готовы дать, если вы хотите действительно, если вообще вы действительно готовы давать Приднестровскому региону что-то. Второе, это вопрос цены, под который, извините меня, мы четко понимаем, что сейчас выросло целое поколение жителей того региона, которое живет только в тех реалиях и уже не помнит Молдавской ССР, да, там, например, единой. Это вопрос, и соответственно, это начиная вопросы от борьбы с пропагандой и того, сколько будет стоить вообще реинтеграция в экономическом плане. Это очень серьезные деньги. Мы видим на опыте, к примеру, Германии, что даже несмотря на то, сколько лет прошло, все равно есть разница между восточными районами, да, и западными, между Оси и Веси. Та же самая проблема, к сожалению, будет в Молдове. И то, что там будет вот такой процент пророссийского настроенного населения, это будет влиять в том числе и на электоральную ситуацию в Молдове. Тоже надо понимать, как это делать. Что нужно, какие меры предпринять. В любом случае должно быть комплексное видение. С точки зрения Украины, очевидно, тоже должно быть что-то сформулировано, то есть как мы видим. Где-то, возможно, это что-то на экспертном уровне, как минимум, потому что либо вопросы того, опять же, что мы будем делать, как мы будем укреплять границу, как будет выводиться российский контингент, как будет вывозиться российское оружие, кому оно опять же достанется, да, на основании каких норм. Ну и есть еще как бы ключевой момент, как минимум то, что сейчас, наверное, стоило бы сделать. Я, опять, я не имею права, да, наверное, как-то советовать, потому что все-таки я не гражданин Республики Молдова, но пересмотреть ту нормативную базу, которая сегодня есть в переговорном процессе. Потому что за все 30 лет было подписано полным-полно документов, очень разного качества, очень часто противоречащих действующему законодательству Республики Молдова. И на самом деле, как бы мешающих, Приднестровье-то за них цепляется. Приднестровье апеллирует там где-то к общественности, в том числе мировой, там к ОБСЕ, о том, что вот, смотрите, когда-то ж молдаване подписали с нами этот там какой-то договор о признании взаимных документов. Ну, как один из тех самых, они же сами и нарушают. Европейцы в данном случае смотрят не с позиции, там, не знаю, справедливости, говорят, ну да, ну, простите, у вас когда-то были переговоры, вы что-то подписывали, ну, наверное, все-таки есть смысл соблюдать. Поэтому, как минимум, первый шаг должен быть сейчас, это ревизия всей этой договорной базы. Если оно не выполняется, то просто, простите, Кишинев заявляет о том, что он выходит из этих соглашений. А дальше уже там вопрос, будет ли действовать Московский меморандум, согласно которому Приднестровье является стороной. Думать о том, чтобы сформировать вот такой вот пул поддержки Молдовы, да, международной, которые будут в том числе, возможно, и донорами этого процесса, потому что деньги, я говорил о том, что это будет стоить очень, достаточно дорого. Это очень кропотливая, серьезная работа, потому что европейцы, они тоже как бы смотрят несколько под другим углом зрения на приднестровскую проблему. Они не смотрят на нее через призму даже российско-украинской войны, они их разделяют. Процесс. Поэтому впереди как бы очень серьезно, и я жду, что надеюсь, что будет видение молдовское, и я надеюсь, что будет видение украинское. Вот насчет пророссийских, сейчас в Гагаузии идут выборы, да, у нас 8 кандидатов, и вот эти вот пророссийские настроения в Гагаузии, насколько за ними следят в Украине, из Одессы, например, да, потому что... Во-первых, безусловно, следят и отслеживают, и проблема как раз в том, что, ну, во всяком случае, до войны могли говорить, я не знаю, как сейчас, но до войны, как правило, могли говорить о том, что есть определенное влияние на южные районы Одесской области. Тем более, что если мы вспомним начало войны, да, была битва за Змеиный, Россия оккупировала Змеиный, и был риск того, что может воспользоваться, например, попытаться, там, не знаю, как-то прорваться через Бессарабию, захватить, отсечь Украину от Дуная и дальше выйти на Молдову. В принципе, вопрос как бы стоял в этом.
Насколько это важно? Ну, первый момент. Если говорить об украинских гагаузах, то сейчас мы можем, наверняка, есть не единичный случай, когда украинские гагаузы воюют в вооруженных силах Украины. Да, и болгары воюют. Ну, это как бы, да, они граждане Украины, до них распространяются все как бы конституционные права и обязанности. Насколько это важно, Гагаузия? Ну, здесь я бы, может быть, при всех прочих условиях, я бы вспомнил бы несколько международных факторов. Первый — это фактор все-таки Турции, который игнорировать не стоит, потому что мы вспомним так называемый референдум о отложенном статусе 14-го, да, по-моему, да, года. 2 февраля 2014 года. Да, тогда конкретно Турция непосредственно устами там, официальных чиновников просто заявила, что не видит Молдову в Европе. И никаких референдумов не признавать не будут. То есть есть турецкий фактор. Есть еще тот фактор, что давайте, насколько я помню, по подсчетам, где-то население Гагаузии это до 5, по-моему, процентов. Да? То есть на самом деле не такое многочисленное, гораздо более серьезный процент пророссийских голосов, да, дает в основном север И Кишинев. И Кишинев. Да, там, где достаточно большой процент русскоязычного населения, которым, к сожалению, я отношу и украинцев, потому что, увы, украинцы Молдовы, я знаю, украинцы Молдовы патриотов страны и относящихся, соответственно, лояльно к Украине, но достаточно большой процент украинцев, к сожалению, входит в эту категорию русскоязычного населения и как бы действует в соответствии с российскими нарративами. А украинцев в Молдове 12%. Украинцев в Молдове 12%. Это больше, чем гагаузов, к примеру. Да. И это недостаток Украины, что Украина не работала в направлении того, чтобы сделать, как бы, да, там, ну, образно говоря, украинцев украинцами, украинцев гражданами Республики Молдова. Почему? Потому что здесь тоже была коренная ошибка Украины. Украина работала исключительно в массе своей с украинцами Приднестровья. Потому что вся эта сказка про историческое, что это якобы исторические территории Украины, там и многое-многое другое, оно как бы тоже влияло. И, соответственно, поддерживали украинцев в Приднестровье, якобы там в пику, наверное, каким-то там унионистским настроением и тому подобное, включая раздачу гражданства. Да. И это тоже была ошибка. Извините, мы не имели права этого делать. Ну, давайте говорить так, да, исходя из того опыта, который мы имеем уже сейчас, Украина не имела права этого делать. Тем не менее, она сделала. И сейчас нам в случае чего говорят, ну, простите, у вас же в Приднестровье живут граждане Украины, там, не знаю, 60 тысяч, 50 тысяч, не знаю сколько. Вот. Поэтому здесь тоже недоработки, и Украина, на мой взгляд, когда мы говорим о процессе урегулирования и многом другом, Украине стоит, наверное, большее внимание уделить украинцам Молдовы, украинской диаспоре Молдовы, с тем, чтобы все-таки вытащить их из-под этого российского влияния. Поэтому я думаю, что Гагаузия не сыграет такой решающей, да, роли там, в парламентских, президентских. То есть недооценить этот фактор не стоит, но и делать из него там, не знаю, там, гигантскую проблему тоже нет. Здесь еще срабатывает тот фактор, что, к примеру, почему, скажем, при всех попытках, в том числе, не удалось поднять Бессарабию, да, вот юг Одесской области, там же пытались и в 2014 году, кстати, в 2014 году, да, спровоцировать так называемую Бессарабскую Народную Республику. Причина здесь очевидна просто, это сельское население. Но они менее склонны, то есть не настолько люмпинизированы, не настолько, скажем, склонны к каким-то там авантюрам и всего прочего. Ну, если давайте так, чисто с бытовой. Крестьянину нужно пахать, производить продукцию, где-то ее продавать. А это горожанин может быть безработным и бегать где-то там, вступать в какие-то там группы, работать за 200 гривен, участвовать где-то на митинге, подрабатывать. Крестьянину не до этого. Но если он нереально как бы работает. Поэтому Гагаузия, да, безусловно, там будут голосовать. И здесь, к сожалению, вот отсутствует тоже где-то какой-то такой вот контакт между гагаузами Украины и Молдовой. Я помню, что наш руководитель гагаузской организации обращался к гагаузам Молдовы, что вот на нас напали. Там, насколько я помню по комментариям в Фейсбуке, понимания он не нашел. Вот. Поэтому, я говорю, фактор негативный, но сказать, что он, скажем так, решающий, нельзя. Потому что, ну, решающим будет голоса там Бельц, Единиц и Кишинев.
Это то, что решит реально судьбу Молдовы. И молдавская диаспора, которая дважды уже играла очень важную роль в выборах. Да, но мы говорим, да, вы на национальных уровнях, на национальных выборах, безусловно, да, но сейчас идут выборы Башкана, главы региона, да, то есть как Да, бы, ну, и тут от этого все, то есть будет пророссийский Башкан, будет резко задвигать российскую тему Да, и так далее. да. Вот это волнует. Да, я целиком с вами согласен, что это волнует и за этим следят, но мы же тоже как бы не имеем возможности вмешаться в это. Ну да, понятно. Вот, безусловно, анализируется, безусловно, этот фактор берется в расчет, безусловно, понимаются так называемые там трансграничные угрозы, гибридные угрозы и тому подобное, потому что понятно, что там не стоит ожидать каких-то там, ну, не знаю, там провокаций, скорее всего, но риски есть. Это безусловно. В любом случае мы хотели бы видеть Молдову, я говорю мы как граждане Украины, да, и как эксперт, дружеским и европейским государством. Да, стремящимся в Европейский Союз вместе с Украиной. Да. Безусловно. Да. Артем, я благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир и прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. И удачи и скорейших побед в ВСУ на поле боя. Спасибо. До свидания. До свидания. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цены свободы». Не забывайте делиться этим видео и отправлять его своим знакомым и близким, ставить лайки. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Увидимся завтра в это же время.